Чеберлоевское восстание 1843 года. Часть 1. Март 1843 года оказался для Чеберлоя переломным моментом в истории. Конфликт между чеберлойцами и Шамилем, о котором будет сказано ниже, перерос в вооруженный мятеж первых и последующее разорение области, примеров которого, судя по всему, в истории имамата больше не было. И Агранович еще в 1866 году отмечал, что прежде чеберлоевское наибство было очень густо населено, но теперь многие деревни в развалинах. Из официальной канцелярии имамата известно письмо Шамиля наибу Галбацу с требованием подготовки к походу. Перевод документа опубликован в одном из сборников писем, от Шамиля его любезнейшему брату Алиму Галбацдибиру: «Мир вам, милость и благословение Аллаха. А затем засучи рукава, заостри саблю свою и выходи со всеми, кто в твоем подчинении, за исключением имеющих оправдание, на джихад с теми проклятыми Чеберлоя в будущий понедельник с провиантом на 10 дней к селению ансалтинцев. А лошади пусть будут только у кади, превосходных алимов и у сотенных командиров. Остерегайся ослушаться. И мир». Отметим, что в сборнике слово «джаберла» переведено как «чеберлоевцы», однако за отсутствием в оригинале постфиксайтноформанта «юн» мы переводим термин как название собственно области Чеберлой. Согласно рапорту ген.м. Клюки фон Клугенау-Ген. Нидгарду от 22 марта, суббота, 1843 года царские власти все еще ожидали похода Шамиля. В настоящее время приказано находиться в полной готовности не только муртазигетам, но почти всем жителям каждой деревни. Куда Шамиль обратит свои действия, неизвестно. Они говорят на Койсубу или Аварию, другие на Татбуринское общество, также Чаркбели, не признающие его шариата. Если допустить, что сведения о событиях в горах Чеченского Мохка доходили до царского генералитета своевременно, а секретное донесение Нидгарду было составлено в субботу, то, с учетом письма Шамиля Галбацу, упоминание приготовления к походу в понедельник, поход на Чеберлой мог начаться 24 марта, 6 апреля по новому стилю, 1843 года. Чеберлоевское восстание 1843 года. Часть 2. Датировка восстания в Чеберлое подтверждается сообщением Юрова. Еще в январе месяце описываемого года корпусный командир получил сведения, что везде носились слухи о делавшихся Шамилем больших приготовлениях к какому-то предприятию, что он приказал объявить по всем подвластным ему селениям, чтобы каждый житель, имевший малейшую к тому возможность, завел себе хорошую лошадь, исправное оружие и запасся огнестрельными припасами и продовольствием, что муртазеки, разъезжая по обществам, старались склонить их на сторону Шамля, что все это волновало дагестанцев, которые в недоумении чего-то ждали. Тем не менее, цели и намерения Шамиля положительно не были известны, одни говорили, что он, после праздника Курбана, или в первых числах нового мусульманского года, т.е. в предстоящем марте месяце, намерен открыть действия в марте. Лазутчики сообщили, что Хаджи Мурат разослал всюду приказание Шамиля быть готовыми к сбору по первому востребованию. К довершению всего было получено известие о сборе значительной конницы в Большой Чечне под предводительством Ахверды Магома. Все слухи об этих огромных приготовлениях волновали подвластные нам аулы. Наконец, Юров заключает, в сущности же, собрав горцев, Шамиль послал их наказывать непокорное ему Татбутринское общество, которое, в конце концов, подчинил своей власти, взяв от него заложников. Приведенные сведения, между прочим, указывают на беспрецедентный масштаб подготовки Шамиля к походу на Чеберлой. Объясняется это, судя по всему, не только непримиримым характером чеберлойцев, но и чрезвычайной укрепленностью сети селений-крепостей этой области. Мятеж 1843 года не был внезапным явлением. Ситуация постепенно накалялась с самого начала правления Шамиля. Так, садойцы рассказывают, что только лично с Шамилем у них было более 60 случаев, требующих кровной мести, в том числе из-за убийства 15-летнего юноши, совершенного еще в конце 1839 года. Для Арсоя проблемы с имаматом начались со дня убийства Наиба Акхарша, сына Исы.
Несколько позднее, рассказывают арсойцы, в местность Совсаист, где ныне стоят 3 памятные стелы чурты, прибыли тавлинцы, которые от имени Шамиля заявили, что пришли за налогом десятиной, ашура. Жители аула ответили, что при образовании имамата был оговорен лишь налог закат, а десятину они платить не станут. Словесная перепалка перешла в столкновение арсойцев с численно превышающим отрядом тавлинцев. Жар битвы был столь сильным, что один из чеченцев по имени Алдам, сын погибшего наиба Акхарша, у Алдама также были братья Меси, Абдурахман и Махмад. По другим данным, в бою у Арсоя погиб не Алдам, а кто-то другой, получив ранение в живот, после которого вывалились его кишки, перевязал их башлыком и какое-то время еще продолжал сражаться, пока не обессилел и скончался. В этой стычке погибло 11 арсойцев. После этих событий, утверждает информатор, муриды избегали передвижения по маршруту через верховье Хулхула, Харачоевское ущелье, будущая царская дорога, и предпочитали двигаться, по-видимому, через Нежалой и далее ущельем реки Ахкеты. Часть 3. Лом-Али Баймурзаев рассказывает со слов отца Тавмирзы, что Шамиль в разгар лета, сезон пастьбы на горных лугах, запускал войска в область и требовал загнать в загоны овец. Они были черной, чеченской, породы, с горы Кхашкарлам для сбора военного налога. Муриды убивали массу ягнят, освеживая их и забирая шкурки животных, каракуль, для шитья шапок и одежд, а также срезая овечьи курдюки. Излишки внутренностей выбрасывали прямо озимь, на месте. Поборы были тяжелыми и небрежными, вызывая крайнее раздражение населения. Следует отметить, что проблема произвольных поборов со стороны шамилевских наибов была известна и исследователям имамата. В частности, Н.И. Покровский пишет, положение осложнялось еще и лихаимством наибов. Их действия неоднократно вызывали протесты. Нам известно, например, о волнениях в Гидатле по случаю сбора на муртазеков. Наконец, в 1859 году. В том же Чеберлое при приближении царских войск наиб едва успел спастись бегством от осадившей его дом толпы. Согласно материалам, собранным нами в 2016 году, поводом восстания в Чеберлое послужило тыловое обеспечение войск Шамиля. Это утверждение подтверждает и Агранович, который пишет, когда Шамиль требовал подати и продовольствия, то жители, надеясь на свою силу, отказали во всем. Тогда Шамиль пришел с муридами, привез с собою с большим трудом 2 орудия, опустошил почти все деревни и побил много народу. Местное предание сообщает, что чеберлойский наиб-интендант, отвечающий за снабжение, как сообщает Хамид Мамадиев, его звали Бата, сын Асхаба, из Чехамараула, после сигнала, выстрела из пушки, поданного из Ведено, прибыл в столицу с провиантом. Это был внеочередной обременительный для Чеберлоя вызов. Наблюдая в Ведено многочисленных мухаджиров, переселенцев из гор Дагестана, которые кормились за государственный счет, Бата стал выражать свое возмущение. Один из тыловых наибов-чиновников из числа мухаджиров, услышав негодование чеченца, в грубой форме заявил, что он будет подчиняться приказам. Тогда Бата дал пощечину тавлинцу, который, в свою очередь, не отвечая чеберлойцу, поспешил доложить о произошедшем Шамилю. Затем явился сам Шамиль в сопровождении свиты. Имам в пылу гнева крикнул, что убьет Бату. Тот, недолго думая, ответил, что скорее он убьет Шамиля, и исходу наотмашь махнул в имама кинжалом, вытаскивая его из ножен. Шамиль успел парировать удар, отпрыгнув от лезвия. Батае удалось лишь рассечь накидку оба имама. Возмутившегося чеберлойца немедленно схватили, связали, а затем устроили демонстративную казнь, пустив поверх него конный отряд, который насмерть втоптал его в землю. Вскоре в Макажой привезли тело убитого Баты. И без того раздосадованные налоговыми поборами приставленных наибов и народцев, макажойцы, обозленные расправой над соплеменником, объявили Шамилю бойкот, пусть делает дальше, что хочет, а на них не рассчитывает, по версии Марата Аслаханова, 1964 года, когда в Макажой привезли тело убитого наиба, макажойцы объявили Шамилю кровную месть.
Имам предлагал много золота для урегулирования этого вопроса как цену за кровь но макажойцы не приняли плату. Разгневанный имам обрушился угрозами в адрес мятежников, но это не помогло. Тогда он дважды направил в Макажой парламентеров, пытаясь склонить макажойцев к покорности. Когда же парламентеры прибыли в село третий раз с ультиматумом, макажойцы ответили Шамилю, пусть он покажет, на что он способен. Поняв, что миром вопрос разрешить не удастся, Шамиль начал подготовку карательной экспедиции. Тогда Макажой поддержал весь Чеберлой. Чеберлоевское восстание 1843 года. Часть 4. Многие жители Чеберлоя спустились в Нижалоевские леса, где устраивали нападения на отряды имамата, задействованные в походе, которые составили тавлинцы, андийцы и чеченцы. Те, в свою очередь, опьяненные жаждой мести, уничтожали башни, дома, амбары, сбрасывали людей с кручи, не щадя ни стар, ни млад. В Ибус-Ауля, рассказывает Лом Алибай Мурзаев, Шамиль велел вскрыть богатые амбары семейства Сипы, сына Саю Мирза, и отдать убранное зерно на корм лошадям мюридов. Все было разорено и сожжено. Камень разрушенных строений вывозили из области как стройматериал. Укрепления расстреливали из пушки. Из буни стреляли в сторону Хиндая. С Сулейманова упоминается местность Шамил-он-Руот, о которой сказано, здесь Бунах и Цей этим термином обозначали место остановок мюридов Шамиля во время его похода на Чаа и барлойцев для усмирения их. Из Кулуя, с Кулой-Лама, стреляли по Макажою и другим селам той стороны. Многие были убиты, некоторые поселения практически уничтожены полностью до последнего человека. Но и тогда, рассказывают старики, чеберлойцы и не успокаивались. Тогда один из чеченских наибов, говорят, сказал Шамилю, мы скорее победим русских, нежели покорим этот люд. Нам нужно покинуть эту область. Шамиль согласился с доводами наиба, и экспедиция, оставив разоренный Чеберлой, была свернута. Уцелевшие чеберлойцы вернулись в свои разрушенные дома. Область так никогда и не оправилась от последствий того года. С тех пор подчиненные Шамиля, которые прежде перемешались по дороге вдоль ущелья Ахкиты, обходили этот путь стороной, опасаясь за свою жизнь. Упоминание в письме Шамиля наибу Галба Цео Ансалтин-Цеев, а также фигурирование Нижалоевских лесов в сообщении Чеберлой-Цеев указывает на то, что наступление шло как минимум с двух направлений, из Техну-Цеала по ущелью Ахкиты, Ансалты, и через ущелье Шаро-Аргуна из Нижнего Чеберлоя. Возможно, это те самые два фланга, о которых упоминает Аэл-Карахи, смотри. Далее, по которым ударили чеберлойцы. Это также подтверждает утверждение о том, что после бойни ворса и мюриды избегали движения через верховье Хулхула. Некоторые параллели и прямую связь со сказанным мы обнаруживаем в записях А.И. Руновского, сделанных со слов Шамиля, находившегося в Калуге. В частности, им было записано следующее: Тадбуртин-Цей, Верхние Чеберлой-Цей, З.Т. Своевольные разбойники из всех племен Чечни и Дагестана. Ни Гази Магомед, Кази Мулла, ни Гамзат Бек ничего не могли с ними сделать и никогда не имели на них ни малейшего влияния. Далее Шамиль переходит к подробностям обстоятельств, приведших непосредственно к столкновениям марта 1843 года, выгнав своего наиба, который едва даже успел спастись. Они послали сказать Шамилю: приди и возьми свой шариат. Мы его уже и в мешок уложили. Не желая прибегать к силе, продолжает А.И. Руновский, Шамиль несколько раз принимался уговаривать Тадбуртин-Цеев покориться, но все было безуспешно. Наконец, он решился строго наказать их. Собрав многочисленное войско и взяв с собой новые, только что отлитые орудия, с действием которых Тадбуртин-Цей еще не были знакомы, в своей стране, Шамиль отправился усмирять мятежных. Но и тут, подойдя к завалам, игравшим роль границы, он раскинул на большое пространство свои войска, думая устрашить этим Тадбуртин-Цеев. Затем, не приступая к неприязненным действиям, еще раз послал парламентера с предложением покориться. Вместо того, он получил отказ, переполненный бранью и вообще в самых обидных выражениях. Тогда Шамиль решился на такую меру, какой не применял ни к одному обществу ни прежде, ни после.
Он совершенно разорил Татбуртинские укрепления, сжег все дома обывателей, угнал их стадо и потом, когда уже решительно ничего у них не осталось, и они увидели себя с женами и детьми лицом к лицу с многочисленными войсками Шамиля, тогда произошла жестокая схватка, в которой принимали самое деятельное участие и татбуртинские женщины. В этом деле Шамиль, вынужденный принять личное участие, собственной рукой убил 15 человек.